Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В самом начале нашей большой прогулки по Ханскому дворцу в прошлых выпусках передачи мы поговорили о том, как был основан Бахчисарай, познакомились с первыми его постройками. Мы вспомнили имена ханов, похороненных на дворцовом кладбище. А теперь можем приступить к осмотру их резиденции. Но прежде чем войти в залы и комнаты Хан-сарая, давайте сперва обойдем его вокруг и составим общее представление о том, насколько он велик и разнообразен. Это центральная площадь Ханского дворца. В наши дни она скорее напоминает тенистый парк с газонами, цветниками и каштановыми деревьями. В начале 20 века здесь был городской сад с качелями и киосками. От этого сада по сей день остались декоративные бассейны и фонтаны. Однако строители Ханского дворца задумывали эту площадь совсем иною. Она была усыпана речным песком, и на ней не было ни деревьев, ни газонов, ни водоемов. На ее открытом пространстве можно было устраивать парады, шествия и торжества. Площадь является центром ханской резиденции. В стихотворной надписи на стене одной из ханских комнат сказано так: «Глядя на живописную картину дворца, ты подумаешь, что это нитка морского жемчуга». Весьма остроумное и точное сравнение. Взглянув на ряды больших и малых зданий, что со всех сторон окружают центральную площадь, и впрямь легко представить себе ожерелье из разноцветных и разнокалиберных бусин. Пустая площадь на фоне голых горных склонов могла бы выглядеть довольно уныло, но строители дворца учли это. Позади дворца были устроены сады, наподобие висячих садов Семирамиды, что считались одним из 7 чудес света. Ханские садовники устроили на склонах 4 террасы и густо засадили их фруктовыми деревьями. Здания дворца живописно выделялись на фоне их пышной зелени, словно на фоне театральной декорации. Эти террасы по сей день соседствуют с Ханским дворцом. Но теперь мы уже не найдем на них ни фонтанов, ни каскадов, по которым с уступа на уступ струилась родниковая вода, ни самого ханского сада. В 20 веке садовые террасы были использованы под военное кладбище.
Вернемся от садов на площадь и осмотримся вокруг. Самое заметное здание здесь, под шпилями минаретов, это уже знакомая нам ханская мечеть. В прошлом, в дворике за нею, находилась медресе, восстановленная когда-то Арсланом Гераем, но не дошедшая до наших дней. Таким образом, в этой части дворца располагался культовый центр. К югу от кладбищенской ограды протянулись приземистые здания с высокими воротами. В них можно узнать бывшие ханские конюшни. Очевидцы писали, что в 17 веке ханы выезжали из дворца в город в красной крытой повозке, запряженной 8 белых лошадей, чьи хвосты и гривы были выкрашены красной хной. Ханам принадлежало множество великолепных лошадей, составлявших огромную ценность. Конечно, не все они содержались во дворце. Большинство их паслось под охраной на дальних пастбищах, например, на Арабатской стрелке. Пройдя мимо садовых террас, мы выходим к стенам, над которыми возвышается деревянная башня. Здесь начиналась зона отдыха, то есть сады для прогулок ханской семьи. Высокие стены скрывают от посторонних глаз один из таких садов. Он назывался Персидским. Сегодня он еще ожидает своего благоустройства, а в ханские времена это был один из живописнейших уголков хан-сарая с деревьями, цветниками, беседками и банями, фундаменты которых найдены здесь, в земле. Из персидского сада калитка открывается в гаремный дворик. Здесь начинались приватные покои обитателей ханского дворца. Гарем принято считать местом, населенным исключительно женщинами. Однако, если вспомнить аналогии из султанского дворца в Стамбуле, то в нем могли располагаться также и личные комнаты ханов. Возможно, они находились в ныне исчезнувших постройках гарема, ведь сегодня здесь мы видим лишь одно здание с террасой и 3 помещениями, тогда как в прошлом гаремных корпусов было несколько. Ханские жилые покои находились и на верхних этажах этих больших зданий. Среди находящихся здесь комнат выделяют, например, ханскую столовую, ханскую спальню и так далее. Но сейчас уже трудно судить о первоначальном облике и предназначении этих помещений. Дело в том, что после гибели Крымского ханства именно в этих залах располагались во время своих визитов в Крым российские правители, начиная с Екатерины II. Стараясь создать для гостей привычную им по Петербургу обстановку, царские мастеровые существенно изменили планировку комнат. В этих же корпусах располагались и залы официальных приемов ханского дворца, где проходили заседания Государственного совета, давались аудиенции иностранным послам, где, собственно, и осуществлялось управление государством. От арки главного прохода в дворцовые покои под окнами жилого корпуса мы следуем далее, к небольшой калитке в стене. В
этом дворике располагалась еще одна важная дворцовая служба – ханская кухня. Известно о ней немного, но в источниках изредка встречаются описания ханских трапез, как одиночных, когда хан ел один и еду ему подавали на серебряных блюдах, так и торжественных пятничных пиров, когда на коврах, расстеленных на центральной площади, собирались сотни беев и мирс. И наиболее заслуженные из них получали чашу лично из рук правителя. Посередине этого же дворика можно видеть интересный памятник природы – старое шелковичное дерево. Будучи посажено здесь свыше 300 лет назад, оно остается единственным живым свидетелем событий, происходивших во дворце в ханское время. От старости шелковица уже не плодоносит, однако все еще живет. Наконец, мы завершаем круг возле северной въездной башни и корпусов, где располагалась дворцовая стража, отряды Капы-Кулу, крымский аналог янычар. Изначально ни врат, ни башен здесь не существовало, и вход на Дворцовую площадь из города был открытым. Лишь в первой половине 17 века, когда донскими казаками была захвачена крепость Азов, и Крым впервые за многие десятилетия обеспокоился безопасностью своих границ, на въездах в ханский дворец были сооружены две надвратных башни – северная и южная. Над въездом в северную башню вмурован камень с изображением двух драконов. В соседней Турции этот символ традиционно считался талисманом от злых сил, и его часто помещали над входами в различные общественные сооружения, в том числе крепости и дворцы. В ханские времена подобная круговая прогулка по Хан-Сараю заняла бы значительно больше времени, ведь до наших дней дошли далеко не все дворцовые постройки. План, составленный лишь 3 года спустя после падения Крымского ханства в 1787 году, показывает первоначальную площадь ханской резиденции. С тех пор были снесены и разобраны многие из ее строений, как, например, Зимний дворец, гаремные корпуса, ханские бани 17 века и множество других сооружений, о предназначении которых мы можем лишь догадываться. Утрачены они были не вследствие пожаров и войн, а из-за переделок XIX века, когда многие ветхие дворцовые постройки вместо ремонта были попросту снесены. Однако основная часть Хан-Сарая, к счастью, уцелела и дает достаточно полное представление о том, как выглядела в прошлом ханская резиденция. Сложно сказать, сколько в точности людей одновременно обитало в этом большом ханском доме. Европейские путешественники сообщали, что только за завтраком крымскому правителю прислуживало более 150 слуг. Эта цифра, вероятно, несколько преувеличена, но несомненно то, что Хан-Сарай был людным и многонаселенным местом, домом для нескольких сотен человек, целым городом в миниатюре. В следующих передачах мы подробнее поговорим о том, как жили его обитатели.